Впервые идея создания музея в Сухуми возникла еще в 1870 году. Тогда сбором материала, который имел культурно-историческую ценность, занялась общественность совместно с начальником Сухумского военного отдела полковником Александром Введенским. Но спустя время, перед началом русско-турецкой войны 1877-1878 годов, собранные ценнейшие нумизматические, этнографические, археологические экспонаты и материалы естественной истории Абхазии были вывезены и впоследствии утеряны. В 1915 году создается Общество любителей и исследователей природы и населения Сухумского округа. Его представители, передовая интеллигенция, вновь предпринимает меры по созданию музея, вследствие чего 17 мая 1917 года состоялось его официальное открытие. С юбилеем коллектив Абхазского государственного музея поздравил президент Рауль Хаджимба. В своем выступлении глава государства отметил, что Абхазский государственный музей хранит в себе богатейший опыт прошлых поколений, а также материальное и духовное богатство нашего народа. Музей ялшаз рацов хтурухи этнографии рзы и хадараз азарака инарцауланы рцарача. Трудыхан а музей тнаживас айзгапа, аштыхнах нарухопширге, эйлыххая бойт, шаай марьямыз, хцарава арнапы, злакыз хкырацвала эйлыз анаукат проблемака. А музей корча ицраху, наски лапчаба и убойт, шишепсала эйпарханы яргаз, экспонатка. А музей матар, лапшахпа, эйдыр халут и вейпшим амтака. Ахтыспа, алшар хартойт, уртрей чурпшала, яшо алкааквар пацареге. Харахмилат пенткаррат музейге, ялшаху дарадза и рацоу. Глава государства передал в дар Абхазскому музею кинжал. С 1920 по 1924 годы музей был закрыт. После установления советской власти возобновляется краеведческая работа. Образовано Абхазское научное общество. В 1924 году музей получает статус государственного. В 1933 году его директором назначается Иосиф Адзинба. И именно при нем здесь открывается историко-революционный отдел. В период с 1941 по 1945 годы собирается материал по участию граждан республики в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В разное время к работе музея были причастны многие известные ученые, общественно-политические деятели республики, такие как Георгий Дзидзария, Шалвай Налыпа, Мушни Ласурия, Юрий Аргун, Алексей Аргун и многие другие. Сейчас директором музея является археолог Аркадий Джопуа. Очень большая работа, в частности, в нашем музее, в Государственном музее, проводится к привлечению посетителей. На самом деле это сверхзадача для музея в наше время. И хочется сказать, что один из важных пунктов нашего взаимодействия сейчас с Министерством культуры России, и для нас, кстати, самый сложный, это взаимодействие по музейному сотрудничеству. В рамках конференции состоялась презентация альбома «Абхазский государственный музей 1917-2017». В альбоме представлены все материалы и экспонаты музея. Издание готовилось специально к столетию. Над ней долгое время работали сотрудники музея и Министерства культуры и историко-культурного наследия Абхазии. На торжественное мероприятие, посвященное столетию Госмузея, приехали коллеги из России. Многие из них уже давно сотрудничают с Абхазским государственным музеем. Нас соединяют, как уже было сказано, конечно, и кровные, можно сказать, связи, которые относятся к очень большой древности от абхазского единства. Но и, конечно, нас связывают многие десятилетия творчества, совместных исследований, выставочных проектов, экспедиций археологических, что тоже для нас всех очень важно и дает надежду на дальнейшее творчество, на дальнейшее сотрудничество. За 100 лет своего существования музей собрал более 250 тысяч экспонатов, имеющих огромное значение для историко-культурного наследия Абхазии.
Более того, многие из них имеют и мировое значение. К таким экспонатам относится древнейшая стоянка в селе Яштхуа, уникальная каменная летопись флоры Абхазии, знаменитая древнегреческая мраморная стела. По словам его директора Аркадия Джопуа, в наши дни у музея большое количество посетителей, среди которых представители ученого мира, гости из дальнего и ближнего зарубежья. Цария Смыр, Роберт Ломи, Тимур Гугохи. Абхазское телевидение.